Башкиры– народ, населяющий регион Башкортостана. Они относятся к тюркам и привыкли к суровому климату Урала. У этого народа довольно интересная история и культура, а старые традиции чтут до сих пор. Башкиры считают, что их предки начали переселяться на занимаемые сегодня народом территории приблизительно 1000 лет назад. Предположение подтверждается арабскими путешественниками, изучавшими местные края с IX века. Следуя их записям, можно обнаружить упоминание о народе, занимавшем Уральский хребет. Земля у башкир разделялась по родам занятий. Например, держатели верблюдов брали себе степи, а горные пастбища доставались скотоводам. Охотники предпочитали жить в лесах. Со времен организации общества у башкир главную роль играло народное собрание джин. Князья имели ограниченную власть, важнейшую роль играл именно голос народа. С приходом хана Батыя жизнь башкир существенно не изменилась. Монголы увидели в башкирах соплеменников, поэтому решили не трогать их поселения. Позже в Башкирии начал распространяться ислам, заменяя язычество. За исключением платы Исака, монголы никаким образом не вмешивались в жизнь народа. Полностью независимыми оставались горные башкиры. С Россией башкиры всегда вели торговые отношения. Новгородские купцы лестно отзывались о товарах, особенно о шерсти. Во время правления Ивана III посланные в Белую Волошку воины разоряли татар, но не трогали башкира. Однако сами башкиры страдали от киргиз-кайсаков. Эти гонения в совокупности с нарастающей властью московского царя сподвигли башкир на объединение с русскими. Башкиры не хотели платить налог Казани и все еще испытывали набеги от соседей, поэтому после принятия подданства решили просить царя построить город Уфу. Позже строятся Самара и Челябинск. Башкирский народ стал разделяться на волости с укрепленными городами и большими уездами. В связи с тем, что господствующей религией на Руси было православие, башкиры не могли чувствовать независимость, что стало поводом для восстания, которое возглавил приверженец ислама Саид. Это восстание было подавлено, однако спустя буквально полвека вспыхнуло новое. Это усугубляло отношения с русскими царями, которые велели с одной стороны не притеснять народ, а с другой всячески ограничивали его права владения территориями. Постепенно количество восстаний стало уменьшаться, а развитие региона наращивалось. Петр I лично указал на важность развития башкирского региона, что привело к созданию заводов, добывающих медь и железо. Население неуклонно росло, в том числе благодаря пришлым. В положении 1861 года за башкирами закрепили право сельского населения. В 20 веке начинают развиваться просвещение, культура и этническое самосознание. Февральская революция позволила народу обрести государственность, однако начавшаяся Великая Отечественная война сильно затормозила процесс. Негативную роль сыграли репрессии, засуха и ассимиляция. В настоящее время регион называется Республикой Башкортостан и характеризуется активной урбанизацией. Долгое время башкиры вели частично кочевой образ жизни, но постепенно перешли на оседлость. Юрты, характерные для кочевников, сменились на дома из деревянного сруба и глинобитные хижины. Приверженность к исламу всегда подразумевала патриархат, поэтому мужчина остается в семье главным. Башкиры отличаются свободолюбием и душевным нравом. Они всегда стремятся к справедливости, остаются гордыми и упрямыми. К пришлым народам относятся с пониманием, никогда не навязывался и принимал людей такими, какие они есть. Без преувеличения можно сказать, что башкиры абсолютно лояльны ко всем людям. Гостеприимство предписывает не только древние обычаи, но и нынешние нормы шариата. Каждого гостя нужно накормить, уезжающему дать подарок. Отношение к женщине у башкир всегда было трепетным. По традиции невесту выбирали родители, они же отвечали за организацию свадьбы. Раньше девушка не могла в течение первого года после замужества обращаться с родителями мужа. Однако с древних времен в семье ее очень почитали и уважали. Башкиры щепетильны к детям. При рождении ребенка женщина становилась подобной царице. Все это было необходимо для того, чтобы ребенок рос здоровым и счастливым. Важнейшую роль в жизни башкир играли старейшины.
поэтому старших почитают до сих пор. Многие башкиры советуются со стариками и просят благословения на сделки. Очевидно, что башкирский народ чтит не только традиции, но и обычаи, которые связаны с прошлыми поколениями и устоями ислама. Башкиры являются небольшим по численности народом, их чуть более 1,5 миллиона, но благодаря бережному отношению к традициям этот народ смог достичь процветания, обрел богатую культуру и стал одним из самых примечательных на территории Российской Федерации. Сейчас на регион сильно влияет урбанизация, все больше молодежи устремляется в города на поиск постоянной работы и жилья. Однако это не мешает башкирам соблюдать древние обычаи, передавать рецепты национальных блюд из поколения в поколение и жить в мире друг с другом, как повелось испокон веков. На этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.